Этот год приготовил нам много сюрпризов, но, к счастью, в школу мы идем, как всегда, 1 сентября. Какой он день знаний 2020 и что за ним следует? Гора новостей отправилась в полилингвальную многопрофильную школу номер 44. На площади перед школой собрались первоклашки, 9 и 11-классники, конечно же, родители. Поздравить с началом учебного года пришли и символы школы. Это уже всем знакомые плюшевые мишки, они стали гвоздем мероприятия. Ну а праздник для малышей по традиции приготовили старшеклассники. Артур, каково быть ведущим 1 сентября? Честно говоря, очень волнительно, но в то же время очень интересно, потому что это не в первый раз. Нас очень часто ставят на такие подобные мероприятия. И вот смотря на этих малышей, вспоминаются свои добрые годы, когда ты также смотрел на старшеклассников и удивлялся, как они могут так выступать. Как ты думаешь, каким будет новый учебный год 2020? Вообще он будет достаточно трудным для нас и, в принципе, для всей школы. Постоянно нужно проветривать помещение, маски, перчатки, это все обязательно. В общем, это не очень классно. Но все же очень хорошо, что мы зашли в свою родную школу, потому что все-таки в родной школе и свои стены помогают. Да, соглашусь. Здорово, что учебный год мы начинаем в привычном для нас формате, но правда есть свои предписания. Например, для этих ребят этот кабинет географии на ближайшие полгода станет родным домом. Учителя-предметники будут сами к ним приходить. К сожалению, от массовых мероприятий пока и вовсе отказались. А местонахождение в коридоре строго регламентировано социальной дистанцией. Обо всем расскажут сами 11-классники. Появилось, конечно, много рекомендаций. Перед началом учебного процесса проверять температуру. Каждый желающий может сходить в маске. Нельзя отходить от собственного класса. Ты в этом году заканчиваешь школу. Как думаешь, ЕГЭ будет сдавать легче или тяжелее? Я считаю, что ЕГЭ будет сдавать намного сложнее, чем в предыдущем году, но все равно у меня есть надежда, что наша система образования сделает для нас немного легче, потому что с этой пандемией мы очень сильно переживаем, и дополнительный стресс в виде ЕГЭ, не знаю, может подорвать наше здоровье просто. После торжественной линейки ребята отправились на классный час. Он начался с уже полюбившегося за время карантина проекта «Открытый урок». Глава республики Радий Фаритович Хабиров поприветствовал школьников и пожелал им хорошо учиться и быть здоровыми. Новый учебный год будет не похож на ни один предыдущий. Помимо своей учебы теперь надо пристально следить и за здоровьем. Торжественные линейки в этом году лишь у 1, 9 и 11 классов. Решили, что хоть в усеченном формате, но провести надо. Особенно для тех, кто идет в школу впервые или уже заканчивает. Ну а всем нам продуктивного учебного года. Яна Сайкина, Вахид Халимов, специально для Горы новостей.